Дорогие зрители видеостудии Дэнья, очень интересная программа начинается в наших передачах. Это цикл воспоминаний, посвященный 25-летию Всемирного конгресса татар. В 2017 году будем отмечать 25-летие Всемирного конгресса татар. Может быть, помнят, а молодежь и не знает, в 1992 году, 19 июня, первый раз в Казани собрался Всемирный конгресс татар. Указом президента был создан оргкомитет, еще в январе шла подготовка. Никто не знал, что это такое. Были подозрения, что конгресс татар организовывается, чтобы гасить национальное движение, продать татарские интересы и так далее. Но когда это случилось, когда в театре Мусы Джалиля собрался весь цвет татарской нации, какой был праздник, и какие прозвучали речи, какие при встречах лились слезы радости. Естественно, каждые 5 лет после этого стали проходить такие мероприятия. А исполнительный комитет, избранный на Всемирном конгрессе татар, занимался и теперь занимается реализацией решений. Первые 2 пятилетия мне приходилось в качестве заместителя председателя исполкома конгресса татар Индуса Тагирова работать по этой части. Вот сегодня мы хотим вам предложить одну из съемок. Я на видео снимал, тогда и не знал, что это будет, когда пригодится. И некоторые кадры действительно остались, те, которые никогда в эфир не вышли. Они тогда, казались, не имеют никакого общественного значения. Так вот, пригодилось. В 1998 году состоялась конференция о сибирских татарах в Новосибирской области. И мы сняли, как мы подъезжаем к деревне Казанка. Видим, там один мужчина гасит горящую траву, пожар тушит. Мы остановились, поговорили. Вот он какой загорелый, его лицо иссечено ветрами. Ну вот так интересно было. И было странно, что он и по-татарски-то не очень говорит, но и по лицу не скажешь, какой национальности, но душа у него, мысли и интерес, осталось следы именно своего народа. Деревня Казанка. Конечно, тогда дорог там не было, после дождя невозможно было проехать. Люди собрались, Индус Тагиров и некоторые представители татар и новосибирской общины, мы поговорили с ними. Первый год. Не успевайте. Мы как кружок на факультатив. Наиля Григорьевна, Бегаева, старейшая учительница. Наиля Григорьевна, Наиля Гафетовна, и это Таршевтов. Наиля Гафетовна. Вот на самом деле, думаю, ничего уроки, по-моему, в каждом классе по одному уроку. Вот на самом деле, Ничего не. Мына сіздің башлангыч классларда татарша оқыту бар мысыз? Бар, татарский бар. Алифба, оқытаралар. Сіз оқытасыз. Білемісіз, мына газет келсе, китап келсе, татарша. Зорырақ балалар оқилар, уже без уроков-то оқилар, без введения уроков-то. А бәләкәйләр юғалы, бәләкәйләр. Техникумда университетте оқыдыңыз мы? Жоқ, менің образованием білімі. Неміс тілін оқыдыңыз мы? Жоқ. İngiliz. Harflerin, İngiliz harflerini anlıyorsunuz mu? Anlıyorum. Bana şu harfka, Latince'ye kuşsiye tatarşa. Yazı toplayı gidiyor. Tatarşa mı? Ayı, tekrar R harfini. Tok harfini слой. Uzatır gidersen. Немец harfi bilen tatarşa. Почему? Она все равно введение кирак, тезгана укрлык тигелем. Ну, прика, ой. Ну, прика и подготовка, конечно. После подготовки, конечно. Подготовка, а без подготовки. Tatarşa kitap, який журнал оқилар mı siz навызда? Балалар, який мükemmel. Взрослые оқилар, балалар едва ли. Потому что детские журналдар жоқ андай татарские неде. А мындай ұлы журналларны балалар қай оқысын? Мына кружок факультатив оқытамыз дейсіз. Ну, мен айтып тұрамын, что взрослые балалар могут оқырға. Ну, начальный балалар әлі оқи алмайды. Ансы бит әлі үйренмегендер. Конечно. Взрослые могут оқырға. Жаңа алифба келсе, шунда теге латин яки немец, инглиз тіліндегі харфлар шықса, үйрене аласыз мы?
Mine soğuşlukka gitgende yazganlar bu. Soğuşluk aldığından. Şunday harfler bulsa. Siz kuşar ediniz. Кушарый, конечно. Ухарый, конечно, иранцев. Neçe bala var sizin mesela? 86. 86. 86. Hazır balalar orta mı kimi mi akbal kavunda? Кими, балалар, бикнах, кими. Последние 6 лет, с 92 по 98 год, bizning ауылда всего 12 бала. Да. Полтора ребенка на... Yok, men имею в виду, вот, подходящие. Келушілер. Yaş balalar. Да. А мына быйыл уже bizning школға келе тұрған бала yok. Nasıl kıymalı? Наверное. Мама нас заставляет так. Бая тұрған түгіл біздің ауыл қазір. Bolda kıvamın. Bizde mine Urus balları var, biz dostlar aldık. Аялар татарша сөйлейді. Rus bağlar. Ay, Yol kavulmazsa Tatar iki tiline böyle hatta Rus'ta. Kuşa, sizin akbalık geresin. Ya yiyorlar balları bir tutar ses yaşlıyor. Ну, без носовлар аларсыз, тоже татарша сөйлейді. Biz nasıl? Без носовлар, ай, орыс балалар. Они için başları yapmışlar yani. Hani için Biz böyle onlar- bağları söylemiyor Tatarsa. Ну, это же воспитание. Это Иди воспитание. домашнее воспитание. Ben işleyeyim. Bir de Ну, конечно, раз она инесі de onun kadar şey bilen, o silahı, ki balayı bile de Ulan uğraşıp şap gidiyor. ikimizde bir sıra var. Reis Hilal. Hilal bir gün. Reis. Nadir sonunda sıra var. Başka bir bu kaldı. Ne televizyon karşısında işte heybet pekmedik kililer. Ne Kazan'da Tatar Kongresi, Tatarlar, Uyuşturular, Kurultaylar, kendiniz var mı Türkiye'de? Var mı? Makarış bizim var benim. İşi var mı? Жүрді, ну, мен әбелур айтқан не деп. Мына қазір биылғы біздің ученицаларны попробовать, нешіктір анда, в общем, қайдыр можно дебарыға оқытырға. Бana как раз кішісі. Тымаша ол. Ну, бұлар белур вопросына келген ғой. Тек направить. Bilir vapursundan değil, bütün dünya Tatar Kongresi. Reis Alayvga sineytildi. Tatar Kongresi деген sözün isteyen var mı? Бар. Koyalım. Мурзалимов бар берді, Владимир Макарович, 2 жыл назад. Бар берді ол специально бұл конгрессқа. Василий Макарович? Ай, Мурзалимов. Мына председатель, глава администрации. Kaç районда? Мына бұл сельский совет. Сельский совет Hangi sельский совет? Новотроицкий сельский совет. Мына қачылы кіріп шығара может. Конгрессқа Қайын барды. білірге піштірады. А? Koнгресқа barıp Ай, қайтты. барып қайтты. Нешелері қайтты? Ну, нешек қоршы алғандар, нәрсе сілегендер, оны сілеген. Нешелері нәрсе қайтты? Ну, қарында бітін сілістер қаласын. Ай, 2 жыл өткені. Не işleyken bu... Ну, главное, аңа қоршы алғандар үшін. Kongres деген нәрсені işleyen var. Ай. Бүтін дүниядан келғандар дейді. Амына қырғызда тұрған... Кім өткергенін жоқ, аны үйіскенін. Бендес конференцияның кішкені işleyen... Жоқ, аны жоқ. Аны үйіскенін. Danışık. Tatar Kongresi'nin reisi Bendес Kongresi. Как некоторые жители этого села сказали, оказывается, деревня Казанка когда-то переехала из Сабинского района Татарстана в столыпинские времена. Как поехали, вы сами, если знаете, помните, как там оказались. А может быть, некоторые семьи, может быть, раньше было, но то, что в Колыванском районе деревня Казанка есть, это факт. И вы посмотрите, как было 18 лет тому назад там, и на какой стадии была татарская жизнь, и какая информация о них, у них о Казани, о Татарстане было. Признаться, они мало что знали о Татарстане, Казани. В политике они хотели как бы голосовать за левые партии или левых лидеров, ибо жизнь была трудновата. И вообще в Новосибирске такая тенденция есть, там левое крыло. Но то, что у них жизненный интерес, у жителей этого села, практичный было видно. Деревня Казанка говорила, если о нас кто-то заботится, нам что-то дает, если мы убеждаемся, зачем это надо, тогда они готовы были сотрудничать, интересоваться. Этим и занимался Всемирный конгресс татар, исполнительный его комитет. Теперь, как мы знаем, по всем регионам России и по всему миру выезжают наши делегаты, наши представители, приезжают на наши форумы в Казань. Общение Татарстана с другими регионами, странами стало естественной практикой. Настолько, что даже на всероссийских форумах даже президент России, министр иностранных дел в этом году отмечает, что этот опыт надо
изучать, распространять. А начиналось это вот с таких неказистых встреч. В городе Новосибирске потом состоялась конференция, говорили об истории, культуре сибирских татар, принимали участие там из Сибири, Томске, Омске и других регионов. Один из представителей местных жителей, русский по национальности, тогда выступил, говорил о своих желаниях создать такой телеканал, и он создал на татарском языке, на таком простом диапазоне у него было вещание. Первые годы это тоже помогло работе, и тогда он делился. Вот кадры о нем сохранились. Являются акционерами и руководят этим телевидением. Посмотрите, если там место настоящему детскому, с обратной связью, журналисты меня поймут, что это такое. Это обратная связь, это средство. Я, кстати, вот на эту тему хотел бы даже подискутировать не с вами, конечно, вы меня прекрасно понимаете, а с теми, кто формирует концепцию вещания сегодня в России. Это Федеральной службы по телерадиовещанию. Ведь средства массовой информации – это поток в одну сторону, а средства массовой коммуникации – это сегодня поток в двух сторонах. Вот это обратная связь, это завязка, понимаете? Сегодня ведь средства коммуникации такие. Звук, не знаю, исчез. Я погромче постараюсь. Сегодня средства массовой коммуникации таковы, что мы можем передавать информацию, скажем, из той же Палестины или из Мекки непосредственно на спутник, и везде мы можем получать картинку. Везде. Интернет, спутниковое, еще раз говорю, оборудование, сотовое телевидение, которое сегодня приходит. Мы можем. Но сегодня в России мы как в пещерном веке. Информация все идет в одну сторону. Газета в одну сторону. Вот я прекрасно, я уважаю Муниру Анасовну, она как раз выражала такую озабоченность, что вот это обратные связи с регионами, обратные связи с татарскими диаспорами, с человеком по национальности татарин или там другой национальности. Сегодня такого нет. На прощание мы сидели, пили чай и рассказывали, как мы сюда ехали, и каждое наше слово было выслушано с таким вниманием. Для них люди из Казани, из Татарстана, предложения, идеи об объединении вокруг гуманитарных идей, вокруг Конгресса татар. Это было так интересно, странно, и это вызывало большое оживление. Поэтому вот этот кадр хорошо, что сохранился. Вот эти последние какие монологи о нашей дороге, они не имеют какого-то политического значения. Но это тоже вот нормальная такая работа, это тоже общение, это тоже контакты. Свидетельства таких контактов обязательно остаются в документах, фото, видео, кадрах. Саяхат турында айтасың кіне. Біздің татар конгресі бүтін дүния болғаш. Сен анда қоя енді ол. Сіз аңлайсыз енді? Санкт-Петербургқа, Шымкентқа, Семипалатинска, Мәскеуге, Бишкекке, көшме отырышқа бару тур келе. Шунан соң шақыралар аның бармайды міне әлігіне Женевадан қайтты. Бірлескен Милләттер ұйымының структурасындағы отырышқа біздің СНГ-леріне. Яғни 1 сағат, 3 сағат ішінде ұшқышқа отырып шетелге бару мүмкін тілегенде. Ақшасын бермейлер, ойламаңыз, конгресске ақша берілер деп. Ләкин барырға мүмкін, чөнки шулай тұру керек. Ләкин аның шундай яклары бар бит ул. Сан-Франциско түгел, Варшава түгел, Женева түгел, Сибирь. Так что мы будем собираться у костра нашей памяти, у костра наших встреч, нашей истории, у нашего народа. И за оставшиеся 2 с чем-то года мы обязательно должны вспомнить каждый год, каждого человека, рассказать о каждом регионе по возможности. Пожалуйста, передайте своим соотечественникам, землякам, что в студии Донья на сайте Конгресс Татар открылся такой вечер воспоминаний, видеовоспоминания, фотовоспоминания. Ждем ваших обращений. А сегодня вы посмотрели
поездку делегации исполкома Конгресса татар в Новосибирскую область, участие на конференции, встречу с местным населением. Будем искать, рыться в своих архивах, искать такие видео выступления. Тогда видеокамер было мало, на мобильник почти не снимали, но будем искать. И у вас тоже, и у профессиональных телевизионщиков, в телекомпании ТНВ, ГТРК наверняка сохранились репортажные кадры, а то и не смонтированные видеосюжеты, целые видеофильмы. Я знаю. Дай Бог, чтобы они хотя бы частично сохранились. Будем смотреть в нашу историю и вспоминать ее.